Приветствую всех, друзья! Вы смотрите новый выпуск программы Nocta History. Программа, где мы говорим о истории нашего края, истории Республики Молдова, истории гагаузского сообщества и пытаемся раскрыть наименее изученные или наименее известные страницы нашей истории. Знать историю — это важно. Понимая историю, понимая, что нас ждет в будущем. Сегодняшний выпуск я проведу с Светланой Капанжи, докторантом, преподавателем истории, исследователем истории края Бессарабии и Буджака, в частности. Да. Светлана, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, Михаил. Рад вас видеть, да, и спасибо, что согласились с нами провести эти три передачи. Предыдущий выпуск был посвящен Первой мировой, где мы с вами говорили о причинах Первой мировой, как гагаузы участвовали в Первой мировой и о памяти Первой мировой у нас здесь, в гагаузском сообществе. Сегодня я предлагаю поговорить раз в случае мы с вами договорились поговорить сегодня о межвоенном периоде. Период, который очень демонизирован в гагаузском сообществе. Более того, в предыдущей передаче, помните, вы сказали, что когда там был казус с установлением даты памяти Первой мировой войны, к вам пришли и сказали, что в Народном собрании готовится Так они постановление, его приняли, это постановление? признающий 1918 год черной Год, да, годом оккупации. годом оккупации, да. И весь румынский период нынешние политические лидеры Гагаузии склонны рассматривать как как оккупацию. Ну, это тоже из советской историографии. Это тоже историческая историография. Конечно. Ну, давайте с вами попытаемся поговорить о межвоенном периоде, чем он был для гагаузов, чем он ознаменовался и о различных аспектах межвоенного периода. Мы с вами договорились поговорить, раскрыть такие вещи, как такие стороны межвоенного периода, вернее, поговорить о таких аспектах или сферах жизнедеятельности важных, как аграрная реформа, которая была проведена в тот момент, экономическая деятельность на территории Гагаузии. Мы будем говорить сегодня сосредоточимся в основном по Гагаузии, да. Значит, как гагаузы участвовали в румынской политике, в местной политике, в национальной румынской политике. Поговорим об образовании в межвоенный период, о свободе СМИ, который тогда был. Поговорим о возрождении гагаузского самосознания, если оно было, и кто способствовал этому, да. Ну и поговорим о роли религии и церкви в этот период. У нас на все про все минут 40. Давайте попытаемся вот в это время уложиться и попытаться раскрыть эти, значит, эти аспекты. Ну, в целом, давайте, как вы относитесь к румынскому периоду нашей истории? Ну, я не считаю, что это был период оккупации, Мгм. потому что оно не соответствует вот историческому термину. Конечно, войска были введены по Да. просьбе Сфатул Цери на территорию Бессарабии, но после того, как мирным путем разрешился этот вопрос и проголосовал Сфатул Цери большинством голосов за присоединение к Румынии, войска были выведены отсюда. И уже устанавливалась администрация новая, румынская, естественно, вот, и новые законы. Румыния — это было молодое государство, но оно стремилось осуществлять демократические преобразования в своей стране. И вот к одним из таких преобразований относится аграрная реформа 1921 года. Э, Тогда что она дала, в частности, ну, гагаузам, и вот в контексте, правильно я понимаю, что она была каким-то образом связана с татаро-монарским восстанием? Нет, татарбунарское восстание произошло позже. Позже. Я хотела начать с того, что почему Румыния уделяла такое внимание этому вопросу. Ну, во-первых, потому что Румыния, Бессарабия в особенности, это аграрный регион. Да, Это основа экономики. да, И поэтому в этом вопросе нужно было разобраться. да. Если мы вернемся к нашим историческим данным, что здесь происходило, когда наши предки болгарские, задунайские переселенцы, значит, переселились вынужденно, а кто-то говорит, их заставили, разные есть версии. Кстати, еще один период, который плохо изучен, с моей точки Да, зрения. да. И вот когда они сюда переселились, значит, тоже, я думаю, что одним из мотивов было то, что будет предоставлена земля. Ну, вот таким образом, скажем Да. так, заманивали, да? Да, и вот каждой семье было предоставлено 60 десятин земли, вечное владение без права купли-продажи. Правда, потом, к концу XIX века, уже было разрешено осуществлять сделки. К чему это говорю? Что земля для гагауза —
Это основополагающая его жизнедеятельности. Это для него было святое. И сейчас то же самое, с вашей точки зрения? Сейчас нет. Сейчас нет. Но Нет. тогда было так. Да, тогда вот на протяжении столетия, даже 1,5 столетия это было так. Это было главное богатство вот для Гагауза, потому что вот при всем при этом, что они имели такие полномочия, колонисты, они все-таки не были собственниками земли. А аграрная реформа То есть вы хотите румынская, сказать, что в Российской империи они не были собственниками земли Гагауза? им предоставлялось вечное владение. Пользование. Пользование, да, Но, владение. но они не были собственниками. Они не были собственниками, да. Эта земля, почему встал этот вопрос? Потому что семьи были большие, они разрастались, и к началу века гагаузская семья пришла к тому, что было много малоземельных и вообще безземельных крестьян. К началу 20 века. Вы имеете. Начала 20 века. Этой проблемой озаботилась еще Российская империя, которая по предложению тогдашнего премьера правительства Столыпина провело аграрную реформу 1910 года. И вот по этой реформе достаточно много семей гагаузов переселилось на Кавказ, Казахстан, где сейчас находятся эти поселения. Правда, многие вернулись обратно. Но это было, эта проблема она возникла вот как раз к концу 19-го, началу 20 20 века, малоземелье и безземелье. Румыния решила в этом вопросе, осуществить его на законодательном уровне, осуществить его более или менее справедливо. И что она сделала? Ведь у нас были здесь крупные землевладельцы. Достаточно вспомнить Георгий Цанко-Кыльчик. Это ваш Чедрунский. Нет, это Ковратский, Камрадский. да, это Да. правильно, да, извините. Георгий, это был крупнейший землевладелец Бессарабии. Вы знаете, сколько у него было в владении земли? Сколько? Свыше 10 тысяч десятин. Это огромные владения. Так вот, Румыния, и были еще помещики и рангом пониже. Мгм. Это были не только помещики, это были и купцы. Вот у нас был, допустим, в городе такой купец Фомичев, у него было где-то 500 гектаров в владении. Значит, при аграрной земельной реформе было экспроприировано до 80% вот этих помещичьих земель. И им оставляли только 100 гектаров. Вот этим помещикам, То есть купцам. Ограничивали размер земельных наделов для крупных землевладельцев. Всю остальную землю они распределяли, она передавалась в коммуны, вот, и уже коммуна распределяла эту землю жителям этих коммун. Мгм. При этом в каком соотношении, кому сколько, здесь сейчас трудно судить. Но у меня есть данные, я вот вам сейчас их озвучу, и вы будете иметь представление, как происходило это распределение, и в результате этого распределения, что они получили. Вот в фондах Национального архива Республики Молдова хранятся такой документ, где по результатам аграрной реформы, опять-таки, в Чедерлунге, потому что я больше всего... Румынская аграрная реформа. Румынская аграрная реформа. Больше всего изучала именно этот населенный пункт. Значит, было распределено 4336 гектаров между 829 крестьянами. Это, получается, в среднем земельный надел составил 5,2 гектара. Но здесь еще такая была особенность, что значение этой реформы для гагаузов было в том, что не только они становились собственниками земли, могли распоряжаться ею по своему усмотрению, то есть они могли ее покупать, продавать. Вот. И они должны были, каждый, вот кто получал эту землю, он должен был уплатить. Значит, согласно этой реформе, крестьяне получали землю в собственность, но возмещали государству стоимость ее. И 75% платили они, а остальную сумму, значит, выплачивало государство. Вначале нужно было внести не менее 20%. Мгм. Остальную сумму позволялось выплачивать в течение 20 лет. То есть Они фактически... как бы эту землю выкупали. Да. Но не И сразу, а постепенно. Постепенно, да. Так вот, сколько они платили? Вот за 1 гектар 13 лей. Тех ли румынских? Да, тех румынских денег за 1 гектар 13 лей. Значит, самый большой надел земельный... А сколько это... Тогда это было много, ну, судя по всему, не так уж много, 13 лет. Мне кажется, что это не было так много. И еще и на 20 лет.
Да, еще и на 20 лет потом за каждый гектар. Они имели 5 гектаров, и в среднем и они могли это в течение 5 лет заплатить. Спокойно носились. Да, это не было бременем таким уж Серьезно. серьезным, да. И вот самый большой земельный надел у нас был у Кара Ивана Пантелеевича 35 гектаров, Генова Диониса Евстафьевича 25 гектаров и Кусурсу Савы Савовича 25 гектаров. Это были самые богатые люди, и вот они Самые имели... большие землевладельцы, да? Да, вот самые большие, по 25-25 гектаров. 35 самый большой. Но я что хочу сказать, что 5 гектаров для того времени это достаточно для того, чтобы обеспечить свою семью и оставить себе еще на семена. То есть эти люди не голодали. Конечно, кто-то из них имел 2 гектара, Мгм. какие-то единицы имели 1 гектар. Вот. А кто-то Но вообще чуть. земля распределялась, кстати, только между жителями этого села, уроженцами, а вот которые пришли там со временем, вот жили в нашем, значит, селе и русские, и евреи, им земля не распределялась. Мгм. Они не получали землю. Только гагаузы? Или Да, это только как-то связано с этнической принадлежностью или нет? нет, это не с этнической принадлежностью, это, думала, связано с их статусом колонистов, то, что Ага. они вот имели когда-то вот эту землю, пользовались ею, она как бы, может, они ее просто перераспределяли, Мгм. уже то, что осталось от этой колониальной земли. И вот я хотела тоже показать документ, который сохранила моя бабушка. Значит, она как бы считала, что это ценный документ. Я думаю, что, может быть, и в дальнейшем он как-то пригодится. Какое значение придавали гагаузы вот своей земле? Но этот документ не времен румынского Нет, он не периода? времен, но есть у нас и времен румынской. Ага. Тоже есть такие же документы времен Российской империи, когда прадед, он по уступной сделке, значит, выкупает у Кройтера Ивана, значит, определенную часть земли. Потом уже в румынский период этот Кройтер Иван подал на прадеда в суд, что якобы незаконно. Мгм. Вот, и они уже продолжались судебные тяжбы уже в румынский период по земле. То есть земля это была для гагауза главное богатство, он ею дорожил, он был хозяином своей земли, на земле работала вся его семья, А поэтому почему они... сейчас не так? Что вы говорите, что сейчас не так? Что Ну, изменилось? потому что у нас к нам пришла коллективизация, А, и землю все, что... отобрали, да-да-да, Да, 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 землю понятно. отобрали, и все стало И общим. обратно, ну, обратно вроде тоже как бы раздали, нет? Ну, уже был утерян вот этот вот... Нет, это уже было поздно. Это уже было То поздно. есть 40 лет по советской власти вот это вот Она убила деловой активностью. собственника, да, Да. она убила собственника земли, хозяина земли, вот, И отношение к земле уже не то. и отношение к земле, конечно, она убила. А почти 1,5 столетия на территории Бессарабии земля была главным кормильцем гагауза. Экономическая в результате, то есть, ну, как бы если так резюмировать эту аграрную реформу, она, с вашей точки зрения, какие эффекты имела? Она была прогрессивной. Она М. была прогрессивной. То, что земля была перераспределена между крестьянами всеми, то, что она была, значит, вот эти крупные лишились своих земельных наделов, крупные помещики лишились своих земельных наделов. Задача была этой реформы, это была целая организация Касса Ностра, наш дом, филиал ее был и в Кишиневе, с тем, чтобы, значит, обеспечить крестьян землей, с тем, чтобы они могли развиваться, могли существовать и могли, значит, чтобы эта земля приносила им доход. Говоря об экономической деятельности, поскольку мы говорим о румынском периоде, мы как бы так немножко с экономики пошли, аграрная реформа, каким образом это каким-то образом отличалось от того, что было, ну, наверное, не совсем уместно задавать этот вопрос, потому что в Российской империи была совсем немножко другой вид деятельности. В румынской период вы часто писали о вашем каком-то, забыл, как его фамилия, Кусурсус, Кусурсус, да, да. который, да, он здесь землевладелец, который мельницу строил и так далее. Вот каким-то образом произошел скачок или, не знаю, может быть, стали развиваться какие-то новые виды деятельности на территории среди гагаузов, помимо сельского хозяйства? Безусловно, безусловно. Экономическая жизнь в румынский период стала более разнообразной. Конечно, зачатки вот этой вот экономической жизни, и промышленного производства, они зародились еще в Российской империи, стали строить мельницы, предприятия по переработке, появились коммерсанты,
которые продавали различные товары. Но вот именно в этот период это была свобода, Мгм. экономическая свобода. То есть выплачиваешь налоги, и ты занимаешься деятельностью. Значит, какая тебе, допустим, ну, какую ты выбрал деятельность. Вот я вот тут выбрала тоже несколько фотографий, которые... Давайте я их покажу, да? Да-да. Ну вот это вот моя семья, и Это ваша семья, да? да-да-да, а там еще Это была... межвоенный период, вы Да, здесь, это вы здесь. межвоенный период, но была еще одна фотография вот у моего Давайте я дедушки. закрою немножко ноутбук, да, вот так вот, Мгм. если Еще была Ух вот, ты. вот эта вот главная фотография, вот мой Давайте еще дедушка. одну. Вы объясните нам, что вот здесь вот что? Ну, это вот люди, коммерсанты, значит, ремесленники, чедерлунги. Мгм. Вот тут, глядя на них, никак нельзя назвать, что они жили в период оккупации. Ага, то есть, что они чувствовали себя оккупированными, да? Да, что они чувствовали себя. Ну, естественно, Ну, значит, вы современные, видите, с этими, как полария, да, или как паралия, да? да-да-да-да-да. Естественно, они знали язык румынский, потому Мгм. что надо было общаться. И у дедушки моего была швейная мастерская. Мгм. Вот на этой фотографии. Он Вот это вот, да? да, да, да. Он знал несколько языков, потому что клиенты были разные. Его Э, репрессировали? Да, потом репрессировали. Это вот он на переднем плане, это он, да? Нет, нет, он вот в белой В рубашке. белый. Так он здесь еще... Слева, слева. Нет, нет, слева. А, слева вот этот. Да. Сколько ему лет? Ну, ему здесь до 30 лет. Вот молодой предприниматель открыл швейную мастерскую. Карте посталя пишет на Мгм. обратной стороне, да? Да. Ну, это начало 30-х годов. Ну, я вам Он хочу был сказать, что тут 1911 года. гораздо более модно люди выглядят, чем в 50-е годы в Советском Союзе. Вот это мое Да, личное это мнение. отличается, да, конечно. Да. Так вот, самые разнообразные виды деятельности. Чем занимались? Вот если взять Камрад, Чедерлунга, значит, какие были ремесленники? Это были вот портные, это были сапожники, это были парикмахеры, А что фотографы. в советской, ой, не в советской, в Российской империи этого не было? В Российской империи были, но они были больше сосредоточены в городах. Ага. А вот когда как раз румынский период пришел, вот эти вот направления, они уже появились и в селах. Мгм. Вот. И Камрад, значит, это был, он в 1925 году стал городом, об От этом... Франца Фердинанда, да, получил статус города. Указом Франца Фердинанда, по-моему, да, или нет? Да, да, тогда он был еще Король королем. Румынии, да. Да. И вот доктор хабилитата Иван Дубник, он написал статью об этом. Тогда же был принят и герб этого города. Возвращаясь Экономическая деятельность, да, да. к экономической деятельности. Ну, естественно, они стали заниматься гагаузой и переработкой, Мгм. значит, сельскохозяйственной продукции. В основном это были, значит, мельницы, Мгм. были ветряные мельницы, которые были, ну, уже они, скажем так, с 19 века еще, а были современные мельницы с Мгм. современным оборудованием. У вас, по-моему, была статья по поводу... Да, и вот яркий пример этого такого, значит, прям предпринимателя — это Кусурсус Сава, который приобрел оборудование швейцарское, приобрел он его в Бухаресте, Да. вот, и, значит, эта мельница была крупнейшая на юге Бессарабии. Правда, сначала она была трехэтажная, она у него сгорела, Мгм. произошел пожар вскоре после постройки. И в 1935 году он ее восстановил, привлек средства тоже крупного помещика из села Тамай, Янаки Иона. А что случилось с Кличком Савой? Кусурсу Савой, извините. Значит, Кусурсу Савы, ну, мы к этому Да, вернемся. давайте. Да. Значит, потом он построил, до сих пор сохранилось, ну, не все здание, часть здания, построил такую мельницу в Новой Ивановке. Мгм. Вот. Это территория Украины сейчас, да? Да, на территории Украины. Вот таких мельниц было, они появлялись с каждым годом все больше. Потом, я знаю, тоже был такой Тафратов Кирцево. Он занимался, у него была суконная фабрика. Мгм. Он занимался производством сукна. Мгм. А, То есть то, что местное сырье, вот это вот кожа, переработка материалов, и все это давало импульс для появления, пусть немногочисленных, но все-таки каких-то промышленных предприятий. Мгм. И в том числе были еще и маслобойки. То есть уже вы экспортируете, не выращиваете не только сырье, но и, получается, товары с добавочной... Переработанную Да, продукцию. переработанную продукцию, Да. товары с добавочной стоимостью. Ну, надо сказать, что основными статьями экспорта как и сейчас, так и тогда, как в Российской империи, так и в Румынской, в Королевстве Румыния, это было зерно, конечно Мгм. же.
зерно, вино, кожи, скот, Мгм. животноводство имело тоже большое значение, и было развито животноводство в этот период. А, К Савику Сурсузу, что там интересная история. Ушел, по-моему, с румынами, потом вернулся или нет? Уже в 40-м Нет, году. нет, нет, он заболел. Вот в связи, ведь если вот мы уже будем, когда говорить о репрессиях, я скажу, что основная часть гагаузов, они остались здесь. Хотя многие знали, что вот придет советская власть, но как-то были лояльно настроены, Думали, что не ожидали, что их здесь. Но у него так получилось, сначала был арестован его сын, а потом его дочь. И вот на почве этого у него произошел инсульт, и он к моменту вот этой первой массовой депортации, он уже был парализован в инвалидной коляске, и поэтому его не тронули. Ну, а через год, когда вернулась румынская власть, она вернула ему, значит, нашли его оборудование, кстати, его мельница, оно было демонтировано. Вот представьте себе, идут военные действия, начинается эвакуация, немцы наступают, значит, что делает новая советская власть? Оно арестовывает вот этих вот недобитые антисоветские элементы и увозит с собой ей не принадлежащее оборудование вот эту мельницу. Они демонтировали ее и увезли на 9 подводах. ну, это примерно то же самое, что делали в Буче, да? То есть, как бы. Я не знаю, ну вот, наверное, это вообще, мне кажется, что надо было тогда людей спасать, а не оборудование А вот они это. оборудование забирают. Они забрали оборудование, увезли его, не смогли его с собой увезти, оставили на станции раздельная. Но потом, когда вернулась румынская администрация, ну, стали, конечно, об этом известно. Выявили они этого человека, кто отвозил. Один из них только был чедрумский. И вот они стали его вызывать на беседы или допросы. В общем, они добились от него. Он показал это место, но там уже из оборудования было мало что осталось. Пришлось Саве закупать еще дополнительно. Еще один момент, который мы хотели с вами обозначить, вот как бы ну, по хронологии, которую мы с вами определили. А, ну, политика. Мгм. Э, Правильно ли утверждение, что, в принципе, в румынский период пришла демократия в широком смысле, то есть появилось местное самоуправление и возможность гагаузов выбирать своих представителей в местные органы власти? Конечно, конечно. Конституция 1923 года Румынская Румынии, конституция. да, она давала свободу слова, свободу собраний и политическому плюрализму. Плюрализм, да. Да, и, значит, появились, уже они были, уже начали, были партии, либеральная партия, они уже существовали, царанистская партия. Появились и новые партии. Большим влиянием и уважением пользовался уроженец Бессарабии, село Озерное. Это Александр Авереску, который в будущем стал маршалом Румынии, самый известный, знаменитый военный Румынии. Так вот, он после Первой мировой войны, как раз он был героем вот этих сражений при Марешт. И, кстати, он там в Мареште захоронен, его саркофаг там находится. Так вот, он пользовался огромным уважением, вот, и я хочу сказать, среди болгар и гагаузов, создал свою партию, народную партию. И он был премьер-министром Румынии, как раз при короле Фердинанде. 2 раза он был премьер-министром. И гагаузы очень были активными членами этой партии. И, кстати, до конца, значит, партия уже не имела такого влияния в дальнейшем, но они называли себя версиканцами и оставались приверженцами этой партии. Но также гагаузы были активными членами национал-либеральной партии, возглавляемой Братьяну, национал-царанистской партии. Вот. Были отделения этих партий у нас в гагаузских селах. И Железной гвардии тоже. Ну, до Железной гвардии мы сейчас дойдем. Значит, но отделение вот этих вот конституционных, скажем так, партий Мгм. Румынии, крупнейших партий, они были в каждом населенном пункте. Вот я недавно буквально знакомилась с одним делом в селе Баурчи. Да. Численность национал-либеральной партии насчитывала 100 человек. В Баучи. Да, в Баурчах, да. Значит, у нас в Чедрунге был примаром
член национал-царанистской партии Афанасий Кулев, которого арестовали в 1940 году. И, кстати, одно из обвинений к нему было в том, что он был руководителем молодежной организации национал-царанистской партии. Мгм. То есть у них была своя иерархия, были и молодежные Ну, нормальная отделения, активная политическая деятельность. активная политическая Да. деятельность. Но вот вы затронули, значит, я еще хотела сказать про экономику. Да-да. Нужно об этом сказать обязательно. Экономический кризис, мировой экономический кризис Да. 30-х годов, он, конечно, затронул и Румынию. Вот за исключением этого периода экономика Румынии была все-таки на подъеме, но в этот период многие предприятия закрывались. В этот же период, это 26-й, ну, до экономического кризиса, 1926-27 год, наверное, не всех удовлетворяла вот эта земельная реформа, и часть крестьян выехали в Латинскую Америку. Да. А, Среди гагаузов тоже. Да, было много гагаузов, да, которые выехали, потому что не хватало, недостаточно было все-таки этой земли. Это Бразилия, Аргентина, да? Бразилия, Аргентина, Уругвай даже Уругвай. есть, разные страны. Вот, если вернуться к политической жизни, то, значит, в каждой коммуне проводились выборы. Я просто не принесла показать вам, бюллетени были, где были внесены несколько человек, представители различных партий, и составлялись списки избирателей. И наши, значит, предки вот участвовали в избирательной кампании на выборной основе. А что касается национальной политики? Национальной политики, вы Имеется в знаете, виду в Бухаресте, в парламенте Румынии и так далее. ну как, национальной, все-таки, так как Румыния она стала к тому же унитарным, но в то же время и многонациональным государством. Я буду говорить то, что у нас здесь в Бессарабии. Во-первых, издавались газеты. Газеты издавались и на русском, и на еврейском, и на Идиш. идиш. Газеты, ну, это были крупные вот после, значит, молдаван, румын, народы, русские, евреи. Вот. И, в принципе, говорят о том, что как бы румыны преследовали. Они не преследовали, но знать румынский язык было необходимо на государственном уровне, если ты приходишь в какое-то учреждение. В школах было обучение велось на румынском языке. Но мы вернемся еще к Да-да-да. образованию. Были еще и частные школы. И поэтому говорить о каком-либо ущемлении я бы не говорила, о том, что ущемляли, вот, скажем так, русскоговорящих. Причем они имели право, так как Румыния была демократической страной, свобода СМИ, разные печатные издания выходили. Помимо этого, жители Бессарабии имели возможность покупать советские газеты. Что они и делали? Они читали прессу, Несмотря на... несмотря на то, что были натянутые отношения с Советским Союзом, который так и не признал включение Бессарабии в состав Румынии, вот, тем не менее, имели возможность читать эти газеты, знать, что происходит. И почему-то у них были такие розовые, ну, потому что в газете же писалось, что все хорошо, правда? Там Да-да-да-да. же не писали о том, что происходит там в 30-е годы голод и репрессии. И поэтому люди были настроены положительно. Если говорить об образовании, ну, пропаганда, да, то есть как бы Мгм. примерно как и сейчас очень многие настроены положительно, и все мы понимаем, что это не впервые, да, как бы бессарабцы сталкиваются с этим. Если говорить об образовании, Это тоже было прогрессивное по сравнению с Российской империей, хотя там тоже значит, было обучение начальное. Они вот-вот готовы были сделать его обязательно, обязательным, но не в успели. Российской империи, мы имеем. Да, Российская империя. Ну вот как раз Румыния, она это сделала с законом 1924 года. Начальное образование стало бесплатным и доступным для И всех обязательно, детей. да. И обязательным, да. Дети, которые не посещали, ну, не на всех, конечно, но на некоторых родителей накладывали штрафы. Впечатление о румынской школе, вот, исходя из моих личных наблюдений, из бесед с людьми, которые посещали эту школу, потому что я вот эту свою исследовательскую деятельность, я не сегодня ее начала и не вчера, ну, и можно сказать, что я ей уже занимаюсь лет 15. Мгм. Поэтому эти люди мне рассказывали, что, конечно, была строгость. Вот почему такое предубеждение, значит, у нас и в обществе. Потому что были строгие законы. Эти законы касались всех, значит,
видов жизнедеятельности. Если ты не уплатил налоги вовремя, ты будешь платить штраф. Или там Если ты выбросил мусор, будешь платить если штраф. выплатил мусор, если собаки бродячие гуляют по селу, то тоже будешь платить штраф. Кстати, в это время они говорят, что был порядок, и собаки не разгуливали так, как сейчас у нас свободно гуляют по Камрату и по Да. И Чедерлунге. мусора, где попало, не было, да. Не было, не было. Это было строго и наказывали. Да. А насчет образования? Насчет образования тоже было строго. Вот мы будем говорить о религии, но я тоже хочу. В числе обязательных предметов была религия. Религия играла важную роль в жизни румынского общества. Значит, урок религии был обязательным. Но опять же, вот плюрализм румынский. Значит, уроки религии для православных вел священник местной церкви, а для еврейских детей вел раввин местной синагоги. То есть разделялось это. И образование Ну, это мы говорите о начальном образовании, начале, а высшее? ну не высшее, значит, потом это было Да, среднее, потом да-да-да. они провели реформу среднего образования. У нас в Гагаузии тоже был вот лицей, значит, которое раньше было ремесленное училище в Камрате, он стал лицеем, это было среднее образование, тут обучались даже студенты из других стран. Вот, и также было в Болграде гимназия мужская и женская, где еще учились гагаузы. В Бендерах учились в гимназии, в Измаиле учились в гимназии. Это вот основные пункты, где получали среднее образование. После гимназии, лицея могли... И да, еще было Керман. Вот там тоже, Да. где... И после уже они имели право поступить в высшее учебное заведение. В высших учебных заведений в Румынии было 4. Это Бухарестский, Ясский, Клужский и Черновицкий университет. Вот гагаузы учились в 3 из этих 4 университетах, кроме Клужского. Мгм. Во всех учились гагаузы. В Ну, в Бухарестском основном Ясса, да, или нет? в основном, конечно, к нам были ближе ясы. В Ясском университете учились очень многие, учились на разных факультетах. Значит, в Черновицком учился Губогла Михаил Петрович, именем которого назван лицей. В Бухарестском университете учился сын Кусурсус Савы, и потом он стал судьей Бендерского трибунала. То есть я не хочу сказать, что это было массовое, но все-таки имели возможность, наверное, скажем так, состоятельные, среднего достатка люди, значит, своим детям дать высшее образование. У вас есть статистика, уровень грамотности в румынский период, вот, допустим, к концу? Сколько с высшим, сколько... Потому что цифры, которые мы видим к началу революции, как бы они такие немножко плачевные, скажем так. Ну, есть цифры в целом по, значит, если говорить об образовании, вот уровень грамотности в 1930 году в Румынии достигал 57%. Я тоже вот проводила исследования по, значит, скажем так, по Чедерлунге, тоже где-то 60%. Но я не только по Чедерлунге, по другим селам. Где-то 60% было уровень грамотности. Это вы имеете в виду начальное базовое, это умение Начальное читать и писать, да? образование, да-да-да. А в 1940 году оно постепенно росло, уже стало 64. И главной целью вообще румынского политики румынской в области образования это повышение грамотности населения. Вот они на это смотрели. По начальному образованию есть информация, а вот дальше по значит, среднему образованию, сколько имели среднее образование, сколько имели высшее образование. У меня таких данных нет. Возможно, что они есть в целом по Румынии. Конечно, проводились переписи и Но потом опросы. была еще одна реформа в 30-е, где уже семилетка стала обязательной. Да, это было... Нет, ну, вообще-то начальное образование по ихнему закону, оно 7 лет, 7 классов. Но это как бы вот эти 3 года, это, наверное, было как подготовка к поступлению вот в эту школу среднюю. Но, значит, вот если мы смотрим документ, закон об образовании румынский, что начальное образование составляет первую образовательную ступень, она включает школу для малолетних детей, так называемые градиницы. Да. Помимо школ были еще здесь детские сады. И были курсы для взрослых. Значит, обучение велось, как я уже говорила, на румынском языке. Дети прекрасно владели им. И еще хочу сказать о том, что хорошие отзывы о румынских учителях. Хотя учителей не хватало,
потому что некоторые учителя, которые не захотели оставаться, уехали, но некоторые остались и преподавали. Потом приехали из Румынии учителя, и потом уже наши местные получали образование и продолжали свою деятельность в школе, и у детей сложилось, я бы сказала, хорошее впечатление об учителях. Ну, очень много рассказов про то, что били, А, и это выдается как главный такой антирумынский элемент. Там жандармы ну, и в школах били нас я палкой и хочу так далее. сказать, что да, были такие случаи. Не все было, мы не говорим, что румынское общество было идеальным. Было очень много как бы недостатков и в политическом плане, и в экономическом плане, и в образовании, в Да, сфере образования. и плюс уровень терпимости к насилию тогда был гораздо выше, чем сейчас. Да, значит, что касается вот этого наказания, да, оно было, значит, имело место, у кого где-то меньше, где-то больше, но по рассказам людей, которые учились в румынской школе, наказывали тех, кто плохо себя вел, не хотел учиться, то есть не выполнял требования ученика. Если у нас осталось буквально если немножко о самосознании говорить, потому что как бы есть утверждение и мнение, и я скорее разделяю его, чем нет, о том, что начался вот период гагаузского самосознания. Имеется в виду, гагаузы стали понимать, что они гагаузы. Ну, понятно, что они раньше этого понимали, но появляются книги на гагаузском языке, появляются, скажем так, люди, которые печатают на гагаузском языке, тот же Чекир и так далее. Что вы можете по этому поводу сказать? Но я хочу сказать о том, что вообще, если говорить о национальности, да, Мгм. весь XIX век во всех документах мы были болгарские колонисты наряду с болгарами. Хотя большинство гагаузов поселилось в этих местах раньше, чем основная часть болгар. Они пришли в XVIII веке еще на Ну, потому эти что пришли из земли. Болгарии, поэтому и болгарские колонисты, Вот. так? Но да, пришли из Болгарии болгарские колонисты. Но, значит, национальное самосознание, когда уже была, хотя уже ученые писали, значит, уже были вот этот Иричек и другие, тоже Ну, Машков Скальковский. с его книгой, да? Ну, Машков, он появился позже. Позже, До да. этого были другие ученые, которые тоже изучали Бессарабию, и они уже тогда выделяли гагаузов в отдельную группу. Но впервые о численности гагаузов можно говорить, когда была проведена первая всеобщая российская перепись, где по языку 897, в 897. 1897 Да, году, да. где написано турецкий язык. Мгм. Поэтому оттуда пошло потом уже и название турки, потому что язык был, не знали, какой это язык. Не было же письменности. Вот. И турецкий язык. Вот по языку 55 тысяч в этой переписи Мгм. указано. Что касается, конечно, значит, Машков заложил как бы основы и гагаузоведения, хотя до этого тоже были исследовательские труды, и к гагаузам стало более пристальное внимание, и, конечно, мы, значит, чтим и почитаем уроженца нашего города, он родился в Чедрунге, Михаил Чекир, который стал первым гагаузским просветителем. Его заслуга в том, что он издал, значит, книги, духовные книги на гагаузском языке. Это были первые книги. Вот, он написал ряд работ об истории гагаузов. И с этого как бы уже не только иностранные ученые, потому что до этого были российские, там чешские ученые изучали, но уже сам Гагауз непосредственно стал изучать Что-то начал писать о свой гагаузах. народ, да, и, значит, издавать книги на этом языке. Вот в этом, конечно, значение и большое Михаила Чекира. В том, что он, как бы он и объединил вокруг себя образованных гагаузов, которые проживали в Кишиневе и в других местах. Они приезжали к нему, советовались с ним. И буквально пару слов о религии, да, то есть церковь, то, что осталось у нас из незатронутого, из того, что мы запланировали. Мгм. Значит, церковь играла в румынском обществе большую роль. Ой, среди гагаузов тоже. Да, естественно. Значит, урок в школе начинался с молитвы «Татул Ностру». Ну, да. В каждом классе висела икона. Эм, Дети регулярно посещали церковь. А, но в то же время, значит, религиозные деятели были настроены против других религий.
Ну, Я как имею в виду, сейчас, по-моему, тоже у нас то же самое, нет? я имею в виду, что они были, значит, они так же, как и российские священники, вели борьбу как их называли, сектантами. Мгм. Значит, у нас в начале как раз вот 20 века появляются баптистские общины, которые очень быстро, значит, получили широкое распространение во многих населенных пунктах, и до сих пор они существуют. Также были здесь поселения русских, ну не поселения, они жили наряду с другими, значит, ну это Старообрядцы? да, староверы, да, которые тоже были гонимы русской церковью, вот, и румынские власти вели их учет, сколько ходит в ту или иную церковь людей иного вероисповедания, чем православное. Светлана, я благодарю вас за этот разговор. Я хотела еще добавить. Давайте. Значит, насчет политической жизни, про гагаузов. Депутатами румынского парламента, вот по моим данным, были 2 гагауза. Мгм. Но это всем известный Дмитрий Это в Топчу. различные периоды, да? Да, в различные периоды. Всем известный Дмитрий Топчу, Мгм. уроженец Тамая, и уроженец Щедорунги Николай Стояногло. Они были несколько раз депутатами румынского парламента, и оба выехали, значит, после уже того, как в 1944 году вернулась советская власть. Я благодарю вас за то, что пришли к нам, Светлана, за этот разговор. И благодарю всех, кто был с нами сегодня. Не забывайте подписываться на нас, если вы это еще не сделали, и делиться этим видео. Это важная страница нашей истории, которую необходимо знать. И подпишитесь на нас для того, чтобы не пропустить наше следующее видео. До свидания, друзья. Увидимся в новом выпуске Noctua History.